Заман Хайров. Добрый день, дорогие соотечественники, коллеги, друзья. В народной программе «Гагаузия моей мечты» я обращаюсь к каждому из вас. Основа программы нашей команды – пожелания и предложения множества простых людей разного возраста, социального статуса, объединенных уважением к своей родине и народу. Гагаузия, несмотря на множество достижений, по-прежнему сталкивается с непростыми вызовами. Многие жители автономии вынуждены уезжать на заработки в другие страны. Увеличивается количество тех, кто живет за чертой бедности. Очень мало достойных рабочих мест. Молодежь постоянно испытывает сложности с трудоустройством. Статус автономии дал народу Гагаузии немало возможностей для полноценного развития с правом на самоуправление. Весь гагаузский народ сплотился вокруг идеи самоуважения и желания построить себе свое будущее. Став автономией в составе Республики Молдова, мы получили от центральных властей гарантии на соблюдение наших прав и свобод на базе Конституции Республики Молдова, на базе закона об особом правовом статусе Гагаузии и уложении Гагаузии. Но год от года полномочия автономии урезают самым бесцеремонным образом. А в последнее время гагаузы стали объектом атак, которые поддерживают как минимум негласно центральные власти Молдовы. Так продолжаться больше не может. Мы вернем наши права, полномочия и будем их отстаивать. Диалог между центральными властями и руководством Гагаузии должен всегда проходить по принципу равноправия сторон. Считаем важным не допустить со стороны центральных властей Молдовы игнорирования и блокировки законодательных инициатив и проектов руководства и гражданского общества Гагаузии. Важно обеспечить всевозможные меры для возвращения Башкана Гагаузии в состав Высшего Совета Безопасности Республики Молдова и участие главного прокурора Гагаузии в работе Высшего Совета Прокуроров Республики Молдова. Также важно вернуть местное налоговое управление и их введение в руководство Гагаузии. Наша позиция однозначна. Важно незамедлительно вернуть целый ряд ранее урезанных центральными властями полномочий автономии. Интересы Гагаузии и гагаузского народа должны учитываться и соблюдаться безусловно. Это основа сохранения нашей самобытности в исторической перспективе. Все устремления нашей команды нацелены на укрепление позиций Гагаузии как на республиканском, так и на международном уровне. Вызывает возмущение тотальная румынизация, которую мы наблюдаем уже долгие годы. Считаем необходимым четко заявить свою позицию. Важно сделать все возможное для сохранения независимости, суверенитета, нейтралитета и целостности Республики Молдова. Мы выступаем категорически против антигосударственного решения об изменении названия государственного языка с молдавского на румынский. Также важно ввести в государственных и частных учебных заведениях страны полный учебный курс «История Молдовы» и
и уделить в нем особое внимание роли гагаузов, русских, болгар, украинцев, евреев, ромов и других представителей этносов, проживающих на территории Республики Молдова. Гагаузы, как тюркский народ, духовно тяготеют к идеям евразийства. Ключевым государством евразийского пространства является Российская Федерация. Благодаря России гагаузы обрели свое нынешнее место проживания. Гагаузы близки по духу и народ Турции, с которым нас объединяет общее тюркское происхождение. И с которым мы также обязательно должны выстраивать, развивать тесное сотрудничество. В связи с этим считаем крайне важным развитие экономических, гуманитарных и культурных связей с дружественными странами, в первую очередь с Россией и другими государствами СНГ, Евразийского экономического союза. Также немалое внимание надо развивать торгово-экономических культурных связей с Турцией. В основе стратегического развития международных связей Гагаузии должны быть в первую очередь интересы гагаузского народа. С одной стороны, нам важно значительно расширить экономическое сотрудничество со стратегическими партнерами. Это даст возможность обеспечить распространение нашей сельскохозяйственной продукции на огромные рынки сбыта. С другой стороны, привлечь многомиллиардные инвестиции в промышленность, агросектор, информационно-технологические и другие секторы. Грамотное и дружеское развитие международных связей прямым образом отразится на авторитете Гагаузии в республике и в мире, а также на благосостоянии гагаузского народа. Потенциал автономии позволяет значительно увеличить число внедряемых в регионе инновационных проектов, которые окажут ощутимое влияние на экономику Гагаузии, число рабочих мест и уровень жизни граждан. Считаем важным реализовать специальные проекты в сельскохозяйственном секторе, а именно строительство сети перерабатывающих предприятий, холодильников, развитие систем полива и орошения, содействие в сбыте продукции, открытие в разных странах, в первую очередь России и других государств Евразийского экономического союза, также Турции и Китая, торговых домов Гагаузия. В наших планах обеспечить развитие стратегического сотрудничества с крупными международными промышленными предприятиями из России, Белоруссии, Казахстана, Турции и других стран, производителями сельскохозяйственной техники, транспортных средств, лифтов, холодильников и так далее. Результатом этого сотрудничества станет открытие в Гагаузии новых совместных предприятий в промышленном секторе. Наша команда уже приступила к разработке программы «Инновационная Гагаузия 2030», включая проекты, которые необходимо внедрять во многих секторах экономики, автономии, в области информационных технологий, агросектора, возобновляемой энергии, туризма и других сфер. Важно обеспечить запуск и работы информационно-технологического парка Гагаузия IT-парк, что позволит создать рабочие места с высокими, приближенными к международному уровню зарплатами. Необходимо оказать максимальное содействие развитию частного предпринимательства и созданию новых рабочих мест с высокими окладами. Хочу сообщить, что реализация этих мер позволит как минимум удвоить бюджет Гагаузии с 1 миллиарда 300 миллионов лей до более чем 3 миллиардов лей. С последующим увеличением бюджета до 5 миллиардов и более.
Это позволит создать тысячи новых рабочих мест и значительно повысить заработные платы в автономии, социальные пособия и в целом реализовать ряд важнейших инфраструктурных проектов, строительство школ, медицинских центров, спортивных площадок и так далее. Гагаузия знаменита своим историческим и культурным наследием. Мы сумели сохранить все богатство народных традиций и обычаев. На территории автономии находится немало памятников, археологии и объектов культуры, которые мы хотим сберечь. Сохранить культурное наследие предков – важная для всех нас цель. Мы планируем обеспечить реставрацию музеев, памятников, создать археологические музеи под открытым небом. Будут найдены средства на финансирование научных исследований для поддержки ученых. Важно организовать массовые курсы по изучению гагаузского языка. Причем для представителей всех возрастов. Необходимо привлечь представителей других национальностей к ознакомлению с гагаузским языком, культурой и традициями. У нас есть программа по развитию гуманитарных связей с гагаузами в других странах. Наше культурное наследие – это бесценный дар, переданный нам нашими предками во имя будущих поколений. Наша святая задача – тщательно оберегать, развивать традиции и культурные ценности гагаузского народа. Интересы народа – абсолютный приоритет для нашей команды. Важно разработать и реализовать в рамках всей автономии инициативы и проекты, которые позволят значительно улучшить уровень жизни граждан. В первую очередь, конечно, пожилых, многодетных семей, безработных, а также людей с ограниченными возможностями. В наших планах значительно увеличить бюджет на социальную поддержку населения. В ряде населенных пунктов Гагаузии – Камрат, Чадырлунга, Казаклия, Кангас – уже курсирует социальный бесплатный транспорт. В планах нашей команды продолжить развитие этого проекта. Аналогичные маршруты важно создать и в других населенных пунктах нашей автономии. В наших планах открыть пункты бесплатной правовой помощи для жителей Гагаузии. Это поможет многим из вас защищать свои права на должном уровне. Гуманитарная поддержка жителей автономии должна быть значительно расширена. Предстоит увеличить перечень продуктов и предметов первой необходимости, которыми будут снабжаться нуждающиеся граждане. Значительное внимание мы планируем уделить проработке мер и подходов, которые упростят доступ населению к посещению врачей, к медицинским процедурам, к стационарному лечению. Важно обеспечить доступ большого количества жителей автономии к бесплатному санаторному лечению и плановым обследованиям. Считаем важно значительно увеличить фонд заработной платы врачей, младшего и среднего медперсонала, а также фармацевтов. Важно реализовать ряд улучшений в инфраструктуре Гагаузии. Есть план строительства новых объектов социальной важности, детских садов, школ, медицинских центров, спортивных площадок, реконструкция парков, зон отдыха, домов культуры и многое другое. Направление основного объема бюджетных средств и инвестиций на социальные начинания – это наш главный принцип. Люди должны трудиться за хорошие оклады, быть защищенными юридически,
получать квалифицированную медицинскую помощь, ездить по хорошим дорогам. Тогда мы можем гордиться не только нашим прошлым, но и с уверенностью смотреть в будущее. Наша обязанность сформировать созидательную, духовно-нравственную основу, обеспечить молодому поколению возможность получить современное образование, востребованное в нашей стране и во всем мире, и гарантировать трудоустройство по специальности. Нельзя забывать и о насущных бытовых и материальных проблемах, с которыми зачастую сталкиваются молодые специалисты. Для решения этих задач планируем реализовать целый комплекс мер. Конечно, самое главное – это духовно-нравственное развитие и воспитание молодых людей. Важно обеспечить реставрацию и строительство новых православных храмов и монастырей. Будут внедрены новые проекты в области образования и инноваций. Мы уже работаем над созданием условий для спортивного развития молодежи и пропаганды здорового образа жизни. Крайне важно обеспечить молодые семьи доступным жильем. Гагаузия нужна образованная, физически и морально здоровая, интеллектуально подготовленная и профессионально развитая молодежь. Важно, что молодое поколение, те, кто когда-нибудь займет ответственные посты и продолжит трудиться на благо общества, были образцом высокой духовности нравов. И только с таким социальным активом Гагаузия полноценно сможет развиваться. Экологическая обстановка в нашей автономии должна быть под пристальным вниманием Совета. Ведь хорошая экологическая ситуация – это основа нашего здоровья и будущих успехов поколений. Считаем крайне важным обеспечить облагораживание, восстановление и создание природных лесных заповедников и парков. По всей Гагаузии будет реализован проект «Чистый колодец», предусматривающий очистку и восстановление колодцев и родников. Будут привлечены международные специалисты к решению экологических проблем и развитию природных ресурсов. Здоровье населения, возможность полноценно трудиться, создавать семью, воспитывать детей – все это определяется в том числе и гармоничным развитием окружающей среды и ее защитой. Вместе мы сделаем Гагаузу еще более цветущим краем. Коррупция разрушает экономику и социальную стабильность. С целью реализации комплекса мер по исключению коррупционных схем при принятии решений общественной значимости считаем важным внедрить в автономию единую информационную систему, которая обеспечит прозрачность проведения государственных тендеров, совершенствование системы учета госимущества и анализ эффективности его использования, а также улучшение процедур госзакупок. Честное общество – это морально здоровое общество. Каждый из нас, а также все органы власти должны быть примером объективного, незапятнанного подхода к решению социальных вопросов. Дорогие соотечественники, коллеги, друзья, Гагаузия, о которой нужно не только мечтать, но и вместе развивать, претворяя мечты в реальность, это высокий уровень жизни населения, забота о пожилых,
трудоустроенная молодежь, поддержка молодых семей, развитая медицина, качественные дороги, всеобщая газификация, электрификация и водоснабжение, создание условий для полноценного развития инновационных проектов и традиционных форм ведения бизнеса, хозяйства, взаимовыгодные внешние торгово-рыночные отношения, процветающее сельское хозяйство и промышленность, отзывчивость социальных служб и органов местного управления на запросы рядовых жителей, неукоснительно соблюдаемое на всех уровнях власти законодательство. В нашем понимании Гагаузия завтрашнего дня – это здоровое, образованное, духовно-нравственное общество, где пожилые сограждане пользуются всеобщим уважением и заботой. А у молодежи есть все необходимые возможности для профессионального становления и развития, создания семьи и воспитания детей. В Гагаузии настало время перемен. Важно с уверенностью смотреть в будущее. Воля народа, будущее Гагаузии.